взять кредит или открыть вклад, как отбиться от телефонных мошенников и как попробовать силы на фондовых рынках. Для получения ответов на эти вопросы нужно быть обязательно финансово грамотным человеком. Где получить все эти знания, обсудим прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Анна Каменева, эксперт по финансовой грамотности Национального банка по Республике Башкортостан. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Банк России запустил онлайн-уроки. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про этот проект и кто может в них участвовать. Да. Ну, самый главный в нашей стране документ, который регламентирует всю работу по финансовой грамотности, это стратегия повышения финансовой грамотности населения Российской Федерации. Она выделяет 3 основных группы, на которые вообще направлена работа по повышению финансовой грамотности. И первая, самая, скажем, такая большая группа, это обучающиеся образовательных организаций всех уровней образования. По-русски говоря, от детских садов, заканчивая высшими учебными заведениями. И вот онлайн-уроки финансовой грамотности, они как раз-таки ориентированы на школьников и на студентов колледжей. Сессия, она уже началась, эти уроки идут ежедневно, по будням. Там временной люфт очень широкий, проект на всю Россию идет, поэтому от 5 часов утра и до 9 часов вечера можно найти возможность к этим урокам подключаться. Сразу говорю, всегда везде говорю, что уроки бесплатные, потому что очень часто люди задают вопрос. Все проекты Банка России, они исключительно социальные, соответственно, никаких денег за это не берется. Онлайн-уроки проводятся не первый раз Банком России. Насколько активны вообще жители Башкортостана в этот раз и в прошлые разы? 4-й год проекта реализуется. Вообще в этом году, по итогам 2021 года, у нас была очень хорошая подключаемость. 61% школ от общего количества школ в нашей республике приняли участие в проекте и 50% колледжей. С колледжами, с одной стороны, немножко проще, чем со школами, потому что все-таки наша республика – это сельский регион. У нас огромное количество сельского населения. У нас очень много школ по сравнению, 1300, а если с филиалами, то к 1500 приближается. Это много. Мы в рейтинге регионов по количеству школ на самом верху находимся. Поэтому охватить каждую школу в каждой маленькой деревушечке, в общем-то, задача непростая. Огромное спасибо, конечно, Минобру нашему, потому что они понимают значимость этих знаний, значимость этой работы и, в общем-то, дисциплинировали школы, чтобы они эти знания давали своим детишкам. Кроме Минобразования, кто еще выступает партнерами проекта? Главный такой стратегический наш партнер, проминобровская структура, Институт развития образования Республики Башкортостан. Там есть методический центр по финансовой грамотности. Мы с ними очень дружны, тесно работаем, постоянно на телефоне, по 100 раз на дню. И, конечно, с ними мы работаем. Но, как я уже говорила, в стратегии целевая группа школьники, студенты и так далее. Следующая целевая группа – это граждане с невысоким уровнем дохода, граждане, склонные к рискованному поведению в случае возникновения какой-то сложной жизненной ситуации. Попросту говоря, это большая часть населения вообще страны, люди, которые живут от зарплаты до зарплаты, и нужно уметь грамотно эту зарплату распределять и стараться все-таки в нынешних реалиях учиться копить денежные средства. Для них тоже есть цикл вебинаров Банка России, тоже сейчас весенняя сессия стартовала. Аналогия с онлайн-уроками для школьников то же самое, только чуть-чуть другие темы, а бывают темы те же, просто другими словами, с другими акцентами ведется разговор со взрослым населением. И 3-й проект, ориентированный на граждан старшего возраста, на пенсионеров. Он так и называется онлайн-занятия для старшего поколения, а для каждого проекта свой сайт. Видите ли вы эффект от этих онлайн-уроков и как вообще его можно оценить? Когда, говоря про школьников, про любой проект, итогом участия в проекте учителю присылается форма отзыва. Он ее заполняет, эту форму отзыва, взамен получает сертификат участника. Это, во-первых, техническая цепочка такая, технологическая, а во-вторых, чтобы нам видеть обратную связь. Насколько интересно? Объективно говоря, отзывы очень интересные. И мы сами лекторы, кто ведет эти уроки, мы же вживую общаемся и со школьниками, и с пенсионерами. Чат у нас активно действует. Пенсионеры даже имеют возможность веб-камеры
камеру подключать, с лектором взаимодействовать. Интерес, конечно, есть. Чат всегда живой, тайминг жесткий, да, вылезать нельзя, потому что непрерывная сетка. Вопросов больше, чем 45 минут для школьников или час для старшего поколения. Ну вот, то есть на основании вот таких вот косвенных, скажем, признаков, это отзывы, это активность слушателей, думаем, что и рост популярности проекта, потому что одним административным ресурсом проекта не продвинешь. Если бы он был тухлый, то вряд ли бы количество участников год от года бы росло и росло. Мы понимаем, что сейчас пандемия и многие занятия проводятся в режиме онлайн, но планируется ли проведение очных занятий? Да. Значит, тут подход у Банка России двойственный. С одной стороны, мы понимаем, что КПД у очного занятия всегда выше, чем у онлайн. Это даже каждый репетитор, который со школьником занимается, он скажет, что очные занятия процентов на 30, они всегда эффективнее. Есть целевые группы, которым онлайн-занятия вообще сложно заходят. Воспитанники учреждений для детей-сирот. Их сложно посадить, особенно старшеклассники, перед экраном и заставить слушать. Когда лектор с ними с шутками, прибаутками взаимодействует вживую, как-то удержать интерес, персонально обращаясь к каждому, кто глаза в телефон засунул, проще. Поэтому, конечно, какая-то доля онлайн-занятий, очных занятий, она все равно сохраняется, но с учетом вот эпидемиологической ситуации. Если сегодня у нас не очень хорошо, то мы пока стоп. Как ситуация выйдет на уровень получше, мы снова начнем ходить в народ. Что такое быть финансово грамотным человеком? Знать все про финансовую грамотность, можно много знать, но при этом сидеть в долгах, как в шелках. Это не есть, да, финансовая грамотность. Поэтому и как матчасть об этом говорит, что когда человек знает, когда он умеет это делать, и когда он это делает, вот тогда вот появляется совокупность знаний, умений, навыков, все вместе какую-либо грамотность образует. Ну, то же самое, он теоретически подкован, он знает, что такое вклады, какие у кредитов грабли, ну и так далее, про все финансовые инструменты, услуги. Он знает, как этим пользоваться, он умеет это делать, и что самое главное, он в жизни это принимает. Например, все знают, что такое личный финансовый план, но пока ты каждый день не начнешь все свои чеки переносить в гроссбух, да, учета доходов и расходов, ты не будешь представлять, что такое финансовое планирование. Ну, как-то так. Деньги любят счет. Еще да, раз совершенно верно, конечно. И не любят суеты, торопливости на фоне финансового мошенничества. Финансовая грамотность и финансовая дисциплина – это зависимые друг от друга понятия? Да, очень зависимые, потому что, тоже на примере расскажу, кредитная карта. Многие ее боятся, думают, что опасный инструмент, можно закредитоваться и так далее. Но если человек очень дисциплинирован, если он знает все нюансы использования кредитной карты, то на ней даже можно зарабатывать. Еще немножко времени остается. Буквально простые вопросы, чтобы заинтересовать наших телезрителей, чтобы они подключились к онлайн-урокам, которые проводятся до 22 апреля Банком России. И информацию можно найти, конечно же, на сайте регулятора. Да. Как правильно копить деньги? Как правильно копить деньги? Когда проводишь с ребятами занятия, то всегда задаешь первый вопрос. Как вы думаете, при каком уровне дохода можно начинать копить? Как вы думаете, при каком уровне дохода можно начинать копить? При любом? Да, совершенно верно. Правильный ответ при любом, потому что обычно люди начинают перечислять какие-то денежные суммы. Каким бы ни был доход, важно, это вот к вопросу формирования навыков, правильных установок, важно вообще в принципе в себе выработать привычку уметь денежки откладывать. Много разных лайфхаков существует, типа метода округления, когда в кошельке, например, 53 рубля. 3 рубля убираем в копилочку, 50 рублей оставляем. Ребенку, да, взрослому там 580 рублей. 80 убираем в копилочку, 500 рублей оставляем. Как научить себя копить денежные средства? Когда же мы уже встаем на ноги, начинаем получать какие-то стабильные деньги, конечно, первой строкой до начала всех трат должно быть отложить хотя бы 10% денег нужно откладывать. Но тут сразу люди задают вопрос, закономерно возникает вопрос, как сохранять эти деньги, да, с учетом экономической ситуации и так далее. И здесь часто люди, видя, что проценты по банковским депозитам не очень высокие, да, начинают вкладывать денежные средства туда, куда
вкладывать их было совершенно нельзя. И если есть теоретическая подкованность про то, что как отличить истинную финансовую организацию от ложной, какие есть риски, когда мы вроде бы с легальной финансовой организацией работаем, но какие есть риски потерять, хотя бы когда у человека есть вот понимание этого всего, он будет совершать меньше ошибок. Мы знаем, что у нас очень много закредитованного населения. Как выходить из долговых ям? С чего начинать? Как выходить? Из чего? Да, значит, первое, конечно, есть легитимные пути реструктуризации, рефинансирования кредита, когда мы либо все кредиты собираем в один пул, берем один кредит на большую сумму, закрываем, значит, все мелкие наши кредиты и пытаемся начать жить с нового листа, аккуратно выплачивать эту денежную сумму. Но не всегда банки идут на это. Да? У человека уже подпорчена кредитная история, банк ему большую денежную сумму не даст. Вот если человек находится в такой ситуации, когда вот он уже все перекредитовался, дальше некуда, люди часто срывают объявления на заборе от так называемых раздолжнителей, спешу долги и так далее. На самом деле есть легальная, совершенно легальная процедура банкротства физического лица. Это неприятная процедура, она накладывает на человека достаточно много ограничений после того, как человек станет банкротом. Но это законный способ снять с себя кредитное бремя, и обращаться нужно в МФЦ, а не к так называемым раздолжнителям, тем, кто вот занимается, якобы списанием долгов занимается. Ну и все остальные вопросы наши телезрители смогут задать специалистам Банка России, которые до 22 апреля, еще раз проговорим, проводят онлайн-уроки по финансовой грамотности. Да. Спасибо вам большое. Сегодня с нами была Анна Каменева, эксперт по финансовой грамотности Национального банка по Республике Башкортостан. Все самое интересное и самое главное полезное в нашем эфире. Не переключайтесь.